Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. События будущей недели. Что готовит вам судьба? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, обязательно загадайте на себя, и пусть нужная информация вас, мои любимые, обязательно найдет. Также всех вас спешу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную, потрясающую, теплую энергетику, которую вы мне даете в комментариях, лайками и донатами. Земной вам поклон. Итак, мои хорошие, давайте посмотрим события будущей недели. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух, как интересно! Ах, мои милые! За вами кто-то будет бегать. Вот в прямом смысле слова. Разыскивать, бегать, уговаривать, упрашивать. Вы у меня все разные. Возможно, вы кому-то очень сильно понадобитесь. Да? И человек прям мир перевернет, чтобы вас найти, разыскать, упросить, вымолить у вас, да, уговорить у вас. У кого-то отыграется, что это все про любовь. За вами будет бегать влюбленный в вас кавалер, либо влюбленная в вас барышня. Ну, если мужчина, если женщина, да, понятно, что для одних одно, для других другое. Также, возможно, вы как профессионал, как специалист в каком-то деле будете просто на расхват. И за вами будут бегать оголделые клиенты, заказчики, да, и каждый будет умолять, чтобы вы с ним посотрудничали, поработали, либо оказали услуги, приняли. В общем, будут за вами бегать. Вот. Всю неделю будут бегать. А вы всю неделю будете убегать. Ну, может и не убегать, там уже как выйдет, да? Как выйдет, так выйдет. В общем, будут, да, за вами бегать. Так, еще вижу, что вы как будто бы на одном плоту с двумя людьми. То есть вас трое на одном плоту. То есть 3 человека окажутся в одной и той же ситуации. Да? Либо это одна ситуация на вас троих. И вы себя очень ярко проявите. То есть вы поймете, что делать, как спасаться, куда грести, да, как выплыть. Вот эти двое буквально будут носить вас на руках, расцеловывать, нахваливать, такую вам рекламу сделают. А вас, ну, буквально из всех утюгов будет информация звучать. Если честно, вы как человек скромный немножко будете стесняться. Но с другой стороны, пусть люди знают, кто здесь герой. Может быть, ничего такого выдающегося, на ваш взгляд, вы не делаете, но в глазах тех других двоих вы героиня, либо вы действительно герой. Герой, героиня, который спасает всю ситуацию и их спасает. Дальше у вас в руках я вижу большой ключ. Ключ, который вам открывает какие-то заветные, не знаю, двери, заветные возможности. Ключ, который нужно бережно хранить и никому не отдавать, потому что будут просители, которые будут говорить: ну, может, тебе не так надо, может, ты поделишься, может, нам дашь. В общем, никому ничего не давайте, пока сами этим ключом не воспользуетесь. Этих всех просителей гоните прочь. Иначе вам все перебьют, иначе вам все перепортят, да, и вроде возможности вам были даны, но какие-то другие совершенно посторонние люди, просители, вот эти наглые, воспользоваться тем, что предназначено, предначертано для вас. Ключ, у вас в руках ключ. Дальше. Здесь показан человек, который буквально появится, как будто бы гром среди ясного неба. Вот явно не ждете, может быть, это последний человек, с кем бы вы хотели увидеться, встретиться, как неприятная для вас встреча, либо настолько вот неожиданная, ошарашивающая, что вы даже вот как-то напряженно себя ощущаете. Знаете, этот человек, вопреки
своему амплуа, вопреки своему характеру, нормам поведения будет вести себя очень тихо и спокойно, очень деликатно и очень дипломатично. Если честно, вы такая: он не он, да, она не она. Что случилось? Подменили, да, точно подменили. В общем, удивительная какая-то встреча. Вы видите человека, у вас напряжение растет, вы готовитесь к худшему, а происходит что-то хорошее. Ну, нормальное, да, ничего плохого не будет. Как-то вот прям поговорите, может, что-то вместе сделаете. И тихо, спокойно, благородно разойдетесь по разным сторонам. Прям запомнится вам эта встреча, обязательно запомнится. Дальше вижу, что в двух ситуациях вам прям действительно повезет. Две ситуации не очень приятные, очень даже напряженные ситуации, но вам там повезет. Кто-то, знаете, там посмотрит на вас, скажет: давайте я вам сделаю, либо давайте я вам помогу, а давайте я вас пропущу. Вот как-то так отнесутся. И еще я вижу, что вы, допустим, да, вот ситуация патовая, вы куда-то не успели, либо вы там не вовремя пришли. И люди пойдут вам навстречу, как-то вот прям как к родной отнесутся. Хотя вы этих людей не знаете, первый раз в жизни видите. В общем, будет приятно. Дважды вам будет очень приятно, и это прямое везение. Да? 2 трилистника у вас с левой стороны. То есть момент, когда кажется, что все пропало, люди идут вам навстречу, относятся как к родной, к родному, и делают то, что вам необходимо. Не прося никакого ни вознаграждения, ни награды, ничего не прося взамен. Хорошие моменты. Дважды вам повезет. Дальше показывают какие-то ступеньки, лестницы, и вам нужно быть поаккуратнее. То есть держитесь за перила. Понятно, что разные лестницы бывают. Иногда там, страшно браться, мало ли кто там до вас проходил. Тогда уже там, не знаю, на салфетку как-то, либо может, кулечек у вас там полиэтиленовый, вы так руку оденьте в этот кулечек и идите, опирайтесь. Какие-то ступеньки вот мне не нравятся. Либо там ступенька может как отойти, да, вот плитка от ступеньки, либо вы можете как подскользнуться. Лучше будьте начеку и не пренебрегайте опираться на перила, да, либо там за стеночку держитесь. Как-то надо поаккуратнее быть, да, ступеньки какие-то совершенно ненадежные. Дальше. Какой-то человек вам обещал, что-то обещал, но человек не сможет сделать. Не сделает не потому, что не хочет, и не потому, что забыл. Там какой-то форс-мажор, который очень сильно помешает. И человек так себя будет плохо чувствовать, прям, видно будет, да, или слышно по голосу. Вот, человек прям так переживать начнет. И вы даже как-то себя не очень удобно, комфортно почувствуете. Скажете: надо же, так переживает за меня. В общем, я вижу, что будете передоговариваться. Конечно, человек вам все объяснит, там, что помешало, кто помешал, что ничего от меня не зависело. Конечно, я хотела, но вот так вот вышло. И вы скажете: да ладно, не надо как бы так надрываться, да, в следующий раз как-то передоговоритесь. Но будете тронуты честностью и порядочностью человека. Дальше. Цветочек на ромашку похож. Ромашки, они обычно всегда к праздникам, к веселью, к праздникам. Здесь в эту ромашку буквально ловите. Скорее всего, вас куда-то позовут на день рождения, позовут на какое-то праздничное, веселительное мероприятие. С одной стороны, повод, конечно, очень замечательный, но я вижу, что у вас в голове там прям квадрат образуется. Скорее всего, будете думать: господи, что надеть, да, где купить, какой подарок выбрать, что с собой нести, да, вот какие-то такие проблемы, прям заморочитесь очень сильно. И к моменту праздника прям будете чувствовать себя уставшей, либо уставшим. Ой, мои хорошие, давайте так близко к сердцу не берите. Раз вас позвали, вас же не ради подарка зовут. Просто вас хотят видеть, с вами хотят разделить это памятное либо праздничное событие. Не надо так сильно заморачиваться. Так, у кого-то идут улучшения в отношениях. Улучшения в каком плане? Здесь ваш партнер, смотрите, мужчина и женщина, одинаково идет предсказание, да? Говорю, ваш партнер, то есть мужчина понимает женщину, а женщина понимает мужчину. Ваш партнер будет очень стараться как-то особо вас оберегать, выполнять все ваши пожелания, исполнять ваши мечты, очень учтиво и нежно к вам относиться.
Возможно, вы недавно ссорились, да, и ваш партнер там прям делает все, чтобы вы забыли об этой ссоре, и чтобы больше этих ссор не повторялось. Если честно, будете ходить и налево сплевывать, да, чтобы не сглазить тут, да, какие у вас отношения воцарились. Да, хороший знак, очень хороший. Если у вас была симпатия к кому-то, то человек прям очень открыто проявится и будет вас добиваться, да, будет делать все для того, чтобы эта симпатия переросла в влюбленность либо в любовь. Хороший знак. Дальше. Не ссорьтесь с теми, кто старше вас. На будущей неделе это просто противопоказано. Потому что, понимаете, тут такой человечек вам попадется, которого невозможно переспорить. И опять же, обстоятельства возраста. Человек может там сильно распереживаться, там давление поднимется, либо там сердце прихватит, потом вы себя еще плохо будете чувствовать. Слушайте, оно того не стоит. Если вы согласны, там кивните этому человеку, не согласны, все равно кивните и делайте по-своему. Да? Не нужно этой лишней полемики, потому что там такой человек начнет выходить из себя, краснеть, синеть, чернеть. Лучше этого избежать. Разные люди с разным настроением, с разным поведением. От вас не убудет, если вы кивнете. Да, а потом уже делайте по-своему, даже если вы не согласны. Вот. По-своему вам никто не запретит сделать. Тут как дело принципа какое-то. Да? Вот этот человек, который старше вас, ему хочется быть важным, нужным, чтобы слушались. Да? Просто уважьте, и все будет хорошо. Дальше. О каком-то мужчине вы получите новости. Новости, которые как тревожного характера, давайте назовем так. Новости неполные, поэтому, скорее всего, тревожные. То есть вы частично что-то узнаете, а потом все резко поменяется, либо потом дополнение придет, и вы поймете, что зря переживали. Так что давайте договоримся. Если какие-то новости придут, вы никаких выводов не делаете, вы просто немножко ждете. Ждете дополнительной информации, либо пока все выяснится. Переживать, рвать на себе волосы, бегать, кричать «караул», с приступом ложиться в кровать не стоит. Оно того не стоит. Там либо ошибка какая-то, либо правда. Вот знаете, сказали ровно 2 слова из огромного предложения. Вот, не переживайте. Дальше. Показывают маленький фонтан, которому вы очень обрадуетесь. Фонтан – это энергия, фонтан – это ресурсы, фонтан – это возможности. Хоть и маленький, но вы очень порадуетесь. Возможно, этот фонтан начнет бить именно там, где вам хотелось бы. Допустим, вы искали работу, либо вы искали подработку, какие-то возможности реализовать себя, заработать денег, укрепить свое здоровье, признание вашего таланта, ваших способностей. Вы это найдете. Буквально на будущей неделе найдете. То, что фонтан маленький, так это лиха беда начала, да? Дальше будет больше. Вижу, что вы будете очень радостны. Так, времени кому-то будет катастрофически не хватать. Прям не хватает вам времени. У вас часики, видите, песочные, вышли прямо на линии судьбы. Будете ощущать себя, как будто бы вы соревнуетесь, как будто бы это какая-то гонка. Причем гонка со временем. Где-то можете опоздать, где-то могут вас задержать. Где-то проспали, зазевались, да, вот такие моменты. Рассчитывали потратить полчаса, а потратили 45 минут, да, либо час потратили. Вот такие моменты, все время у вас спешку вижу. Очень большая загрузка идет, очень много мыслей в голове и очень много дел, да, нужно переделать, и вы прям бегаете туда-сюда и понимаете, что времени вам не хватает. Больше, наверное, из-за того, что загрузка, и человек вы такой обязательный и ответственный, да, вы не хотите ничего откладывать, перекладывать, делегировать, поэтому, скорее всего, вот такая ситуация идет. Еще, мои хорошие, глаза. За вами кто-то наблюдает, за вами кто-то следит, и на будущей неделе вы узнаете, кто, и почему, и зачем. С правой стороны, значит, это неплохое, это хорошее. То есть вас эта информация не огорчит, а наоборот, например, порадует. Да? За вами, может быть, наблюдает начальник, да? Присматривается к вам для того, чтобы повысить вам зарплату, либо по должности вас повысить. К вам присматривается не знаю, жених, либо невеста. Перед тем, как к вам подойти и ближе познакомиться. В общем, поймете, что это не про плохое.
Так, еще какая-то вещь. Будете искать какую-то вещь. Может быть, это ваша вещь, и вы будете ее искать, не можете найти. Может быть, вам что-то нужно приобрести. Это всегда было в наличии, а тут раз и как корова языком слезала. Да? Нигде нету, ни в одном магазине нету. Как несколько дней вот что-то разыскиваете. Нервничать почему-то будете. Зачем нервничать? Я вижу, что тот, кто ищет, тот найдет. Даже если это дома у вас где-то там, не знаю, за полку провалилось, либо где-то там упало, не туда кто-то положил, да, случайно, машинально. Ничего, найдется. Ну, либо не нашли в магазинах, в интернете найдете, да. Сильно там не переживайте. То, что ищете, то вы обязательно найдете. Так, деньги. Здесь какая-то сумма вам идет. Небольшая сумма денег. Ну как небольшая, да, относительно ваших запросов, либо ваших потребностей, она небольшая, но вполне себе комфортная для того, чтобы удовлетворить все там насущные траты. Покрыть, вернее, не удовлетворить, а именно покрыть. Ну, что есть, то есть, и на этом спасибо, да, деньги идут, почему бы и нет, воспользуемся. И еще я вижу очень серьезный разговор с левой стороны, разговор, который вы не ждете, но разговор по поводу денег. С кем-то вы будете говорить. Это могут быть члены семьи, это могут быть родственники, это могут быть знакомые, это могут быть там контрагенты, партнеры, работодатели. Вы с кем-то будете про деньги говорить. И знаете, что тот, кто вам говорит, вам покажется очень наглым человеком. Наглым, таким, знаете, лукавым, шкурным. Прям захочется, не знаю, там, нагрубить, нахамить. Тоже, пожалуйста, не делайте. Возможно, человек вас проверяет. Да, у кого-то и так отыграется. Ну, с левой стороны, врасплох хотят застать. Может, это какая-то проверка, да? Проверка идет. Ну, конечно, это неприятно, что вас кто-то проверяет, но с другой стороны, вас сюда ангелы привели для того, чтобы предупредить, чтобы вы эту проверку удачно прошли. Что нужно делать? Нужно показать себя человеком адекватным, не меркантильным, но и таким, что свое не упустит. Да? Показать свою заинтересованность. Вот тогда все будет хорошо. И еще какие-то проблемы с транспортом. Ну, тут не всю неделю, какой-то день проблемы с транспортом. Будь то личный транспорт, будь то общественный транспорт. Тяжело будет добраться из одной точки в другую точку. И, возможно, вам придется либо от каких-то планов отказаться, либо ну, какой-то прям пеший забег сделать на дальнюю дистанцию. Ну, что есть, то есть. Это всего лишь один день. Здесь нет никакого плохого знака для вас, то есть нет никакого негатива. Это просто стечение обстоятельств. Вот так вот звезды сошлись, да, что транспорт стал ломаться, либо перестал ходить, либо там дорогу перекрыли, или еще что-то случилось. Вот. Не ищите негативных знаков там, где их нет. Да. Так, еще на что-то вы прям залипнете, во что-то залипнете. Книга, передача, сериал, фильм, да, что-то прям упойно будете читать, смотреть. Не заметите, как там день прошел, например, да, либо вы можете так зачитаться, либо засмотреться, чтобы прям всю ночь напролет, а потом себя плохо чувствовать с утра, да. И потом еще вот эта спешка, еще такие неприятности с транспортом, понимаете, может даже коллапс случиться. Конечно, ну, когда тебе интересно, то не хочется отрываться, да, там, от любимой книги, либо от хорошего сериала, но надо все делать без фанатизма и с умом. Да. Если это выходной день следующий, то почему бы и нет. Если у вас есть возможность там поспать подольше, почему бы и нет. Если это среди недели, лучше себя вот взять в руки и отложить то, на что вы залипли. Ну, это как предупреждение вам идет. Дальше какой-то медицинский момент показан. Может быть, вы будете посещать там больницу, поликлинику. Там как будто бы люди такие странные работают. Одни очень грубые, а другие, наоборот, невероятно приветливые. Такой прям контраст. И у вас такое смешанное ощущение от посещения медицинского учреждения. Кто-то может нахамить, нагрубить, но и в то же время кто-то, наоборот, может очень вас по-теплому принять, вот прям как будто бы родной человек. Да, вот как-то так обращаются. Сначала захочется пожаловаться, а потом такая, да, ну нет, нормальные люди работают. Да.
Дальше. Про деньги хочу предупредить. Но это, наверное, не совсем про деньги, а скорее как про денежные операции. Электронные деньги, переводы всякие, банкоматы, карты. Вот тут что-то может происходить такое, вот знаете, что на людей влияет. Перебои связи, интернета, может быть, что-то в банковской системе там, да, ломается. Вот какие-то могут быть моменты форс-мажорные. Вот. Лучше, конечно, иметь запас наличных. Это, кстати, не первое гадание, где я это вижу. Там и в других гаданиях тоже людей предупреждали. И второй момент – не паниковать. Не паниковать, что там все пропало, да, деньги пропали, теперь без денег буду. Нет, это как временное обстоятельство. Мне идет какие-то технические моменты, поломки, либо проверки. Ну, как бы разные ситуации бывают. Но что есть, то есть. Дальше, мои хорошие. Переход. Кто-то из вас выполнит переход из одного состояния в другое. Ну, допустим, плохо себя чувствовали, к концу недели там улучшите свое самочувствие. Занимались чем-то одним, выйдете на новый уровень, да, повысите. Если на работе, то, возможно, даже вы получите назначение о повышении. Либо переход с одной оплаты труда на другую оплату труда, да, то есть там ставка вырастет. Может быть, даже цены будете повышать, если вы лично услуги оказываете. И знаете, переход идет очень плавный. Такой, знаете, что прям не заметите. Не будет слишком волнительно, либо там переживать особо не будете. Как-то вот легко, играючи этот переход вы выполняете. Дальше. Семья. Женщина взбунтуется, я так понимаю, в семье. Потому что мужчина прям такой бегает, не знает, что делать, да, как ее успокоить. Прям испугается. Он испугается того, что вы говорите, либо того, что вы делаете. Может, и правда, у вас такая загрузка, такие бешеные дни, и еще там дома никто не помогает, там только требуют, ждут с вас, и вы такая, так, все, с меня хватит. Вот, испугается, очень испугается, и потом, после этого события, он прям как шелковый будет. До конца недели прям шелк. Вот все, что хочешь с ним делаю, он на все готов, он на все согласен, он все помогает, делает, там, покупает. Ну вот удивительно, да, удивительно, как человек может меняться. То есть, значит, он нормальный, значит, ему так удобно было, да, с вас ждать, требовать. И тут вы взбрыкнули, и он такой испугался, что он вас потеряет, да, либо что все, конец. И, старается, да. Значит, держите его постоянно в тонусе, чтобы он постоянно старался, да. Так, гляди, привыкнет, и у вас дома с любимым человеком такая прям идиллия будет вам помогать. Ну, вот мне идет, что шелковый. Конечно, я вижу, что вы нервничать будете, там, выскажете, но зато мужчина потом будет шелковый. Дальше, мои хорошие. Информация, которая вас шокирует, и это как-то связано с теми людьми, кого вы знаете. Эти люди где-то далеко от вас находятся, там у этих людей очень большие неприятности, и вы такая, ну, надо же, кто бы мог подумать, да? Либо вы такая, что заслужили, то и получаете. Вот, информация подробная, ее будет много. Либо вам по телефону кто-то будет сообщать, либо вы с кем-то из родственников пообщаетесь. В общем, со всеми красками, да, вам передадут. Возможно, эти люди к чему-то причастны негативному в вашей жизни. Возможно, эти люди вас обижали, либо стали причиной вашего какого-то разочарования, боли. Ну, теперь вы все узнаете. Узнаете, что у них там происходит. И я вам так скажу, то, что вам расскажут, это где-то 50% от того, что на самом деле происходит. Да? Потому что люди еще могут там не до конца рассказывать, там что-то скрывать, утаивать. Там очень все плохо. Ну, вот как обратка, что бумеранг. Пришло время платить по долгам, да, по грехам. Ну, что есть, то есть. Еще я вижу, что вы узнаете, что вас кто-то стал бояться. Реально бояться. Да? Человек вас боится. Боится, да так сильно, что прям убегает, прячется, не знаю, там, перебегает на другую сторону дороги. Такой вот момент. Это страх. Человек вас боится.
боится, может быть, вашей реакции, либо того, на что вы способны. Для женщин это женщина, а для мужчин это мужчина. Прям страх издалека видно, и он прям в воздухе ощущается. Ну, так будет лучше, да? Так будет лучше, потому что человек боится, чем наглеет, либо гадости какие-то делает. Также я вижу, что вы о чем-то очень удачно договоритесь, сами того не осознавая. Вот как-то так мне идет. То есть вы договариваетесь, вы считаете, что типа, ну, это норма, да, все так договариваются, либо у всех такие результаты, а потом с кем-то будете говорить, человек скажет: да ты что, как ты смогла, либо как ты смог. У многих там и там 10% нет от того, что ты договорилась. И у вас такой, знаете, послевкусие такое сладкое разовьется. Вы скажете: ну, молодец, я молодец, я умничка. Ну, договоритесь, конечно, на славу. Договоритесь так, что вам даже позавидуют. С кем договоритесь, о чем я не могу сказать, потому что это общая отсыпка. Но вот вижу, что послевкусие просто классное, сладкое такое идет, шикарное. Подруга чья-то показана. Подруга, которая очень много времени с вами будет проводить. Ну, либо возле вас будет много времени проводить. Может быть, у нее много свободного времени, может быть, ей скучно. А может быть, вам помощь понадобится, да? И она такая: ну, типа, я помогу. Надежная подруга, хорошая. Вы ей благодарны будете за моральное участие, за физическое участие. Ну, умничка, что тут скажет. Тут у каждого такую подругу. У мужчины это друг. Друг, который будет всегда рядом. Так, родственники. Кому-то придется решать проблемы родственников. Ну, там немного, но все равно. Знаете, вот прям будут дергать, пока все не закончится. Может быть, очень мнительные родственники, может, переживают. Да, прям дергают. Вы такая уже психуете, вы говорите: ну хватит, да, я знаю, что делать. Я все поняла, я занимаюсь этим вопросом. Зачем меня так сильно дергать? У кого-то даже отыграется, что вы, не знаю, там телефон будете отключать, либо на беззвук ставить, потому что очень дергать будут. Так, еще у вас показано, что вы на радуге сидите, с кем-то обнимаетесь. Но радуга — это про счастье, радуга — это про какие-то очень светлые, позитивные события в вашей жизни, радостные события в вашей жизни. Но вы с кем-то сидите, и вы обнимаетесь. То есть с кем-то радостью поделитесь, либо кто-то с вами радостью поделится. А может быть, эта радость как на двоих вам выпала с левой стороны. То есть не ждете вы эту радугу, но радуга точно случится. Так, какая-то странная находка. Что-то вы найдете очень странное и сомнительное. Но эта вещь неплохая, она нейтральная. Это просто кто-то свое забыл. Просто забыл, либо там, не знаю, выпало, например, у человека. Это не негатив, это не подклад. Это просто кто-то потерял. Вот, не переживайте. А еще кто-то из вас какое-то очень хорошее, доброе дело сделает на будущей неделе. И вы сделаете это дело не потому, что вы хотите привлечь к себе внимание, либо как-то похвастаться. Нет, вы это сделаете, потому что для вас это естественно, для вас это нормально. Кому-то помочь, кого-то выручить, что-то там сделать, либо сделать так, как другой не может сделать. И знаете, на будущей неделе вам это дело не зачтется, но ровно через неделю ждите подарка. Не от людей, а от судьбы ждите подарка. У вас как подарок на будущее, через неделю, да, не на будущую неделю, а через неделю переходит. Ну, опять же, вы делаете добрые дела, вы никогда не задумываетесь о подарках, о благодарности не думаете. Вы просто делаете то, что считаете нужным. Но вот конкретно это ваше действие, оно обязательно найдет свою награду. Да? Вы награду свою обретете ровно через неделю. Там, например, доброе дело сделаете во вторник, через неделю, да, во вторник вы получите награду. Так не идет. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.